В музейно-выставочном центре на Чебоксарском Арбате открылась экспозиция, посвященная первому чувашскому летчику Ивану Скворцову. Накануне исполнилось 120 лет со дня его рождения. Скворцов стоял у истоков советской авиации и до выхода на пенсию работал в Министерстве авиапромышленности страны. Выставка, на которой побывала наш корреспондент Вероника Павлова, рассказывает, как парню из Мариинско-Посадского района удалось так высоко взлететь. Иван Скворцов родился в 1898 году в семье полицейского урядника. Еще мальчиком он мечтал о небе. В 19 лет его призвали на военную службу в царскую армию. В то время как раз сформировали первые авиационные отряды, которые позже стали Красным воздушным флотом. В числе первых пилотов был и чувашский парень Иван Скворцов. На таких аэропланах, как «Фарман» и «Ньюбор», Иван Скворцов участвовал в боевых действиях во время Первой мировой войны. Бипланы были очень простыми, их изготавливали из дерева, а потом обтягивали тканью. Он участвовал в военных действиях в годы Первой мировой войны, а также в годы Гражданской войны. В годы Гражданской войны, например, в 1920 году, он на своем самолете летал, собирал разведывательные данные по брангелевцам, то есть войскам Брангеля, которые базировались в Крыму. А в дальнейшем он был военным комиссаром военно-воздушных сил Украины и Крыма. На выставку привезли личные письма Ивана Федоровича. Практически в каждом он восхищается вождем мирового пролетариата. Дружил Иван Скворцов и с легендарным летчиком, героем Советского Союза Валерием Чкаловым. Они вместе учились в первой высшей школе военных летчиков. Благодаря нашему земляку в стране стали открывать авиационные школы. Показываем мы на нашей выставке Ивана Федоровича как организатора привлечения чувашского населения в центральные авиашколы. В частности, на нашей выставке мы показываем такую вот фотографию, где показаны выпускники из Чувашии, которые в 1933 году заканчивали школу авиатехников в Балашеве, которую возглавлял как раз Иван Федорович. Кружки по авиамоделированию в республике работают и сейчас. Дети, которые там обучаются, часто занимают призовые места на всероссийских конкурсах. Воспитанники авиамодельного клуба «Чайка», 54 человека, воспитанников, пошли потом в технические вузы техниками. Один из них стал пилотом. На выставке целая история советской авиации. Посмотреть на первые самолеты в миниатюре можно до конца месяца. Они, конечно, отличаются от нынешних, которые ежедневно вылетают и приземляются в Чебоксарском аэропорту. Кстати, площадь рядом с воздушной гаванью носит имя нашего земляка. Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести Чуваша.